Все пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Ее назначат и перечислят без заявления. Господдержка положена при любой пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца. Также ее получат и военные пенсионеры. 1 сентября начнется мотивационная кампания по вакцинации. Все привитые смогут поучаствовать в розыгрыше и получить шанс выиграть 100 тысяч рублей. Для зачисления выигрыша необходимо завести карту МИР и создать учетную запись на госуслугах. С начала месяца все дети в начальных классах будут питаться бесплатно. Их обеспечат как минимум одним горячим блюдом и напитком за счет бюджета, независимо от наличия льгот. Эта норма действует с 2020 года, но только в этом году ее смогли внедрить все школы. В общей сложности бесплатное питание получат около 7 миллионов детей в начальной школе. Родители могут контролировать качество питания, а если есть жалобы или предложения, их можно направлять через госуслуги. Пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка. Стаж родителя больше не будет влиять на сумму, но это коснется только ухода за детьми в возрасте до 8 лет. Для тех, кто старше, все по-прежнему. В зависимости от стажа больничные составят 60, 80 или 100% среднего заработка. С 1 сентября вступает в силу новый порядок ведения трудовых книжек. Записи можно вносить с помощью штампов и печатным способом, а при дистанционной работе можно внести запись по желанию сотрудника. Тогда он должен отправить документ заказным письмом. Сведения о работе по совместительству можно вносить по хронологии или блоками, сразу о приеме на работу и об увольнении. При переводе теперь нужно указать, куда именно уходит работать сотрудник. Еще одно изменение. Если нарушение ПДД зафиксировано дорожной камерой, постановление можно обжаловать через госуслуги или сайт суда. Правда, пока непонятно, появится ли нужный сервис на госуслугах. А на сайтах судов обжалование возможно с оговоркой при наличии технической возможности. Постановления о штрафах тоже будут приходить через госуслуги, а после обжалования таким же способом можно получить решение по жалобе. С 27 сентября работодатели, которые удерживают у сотрудников деньги по исполнительным документам, должны будут в течение 3 дней после выплаты переводить их на счет службы судебных приставов. Если удержание нужно переводить напрямую взыскателю, как, например, алименты и другие платежи в размере до 100 тысяч рублей, порядок прежний. До 27 сентября долги перечисляются напрямую взыскателям. Далее Асканова, Новости 24.